Друзья, рад вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам расклад на неделю с 6 по 12 января 2020 года для козерогов. Рассмотрим сферы отношений, работы, финансов и достанем карту совета. Работаем сегодня на цыганском оракуле. Первая карта для тех козерогов, которые находятся в паре. Здесь выпадает карта «Комната». Для тех, кто ищет партнера, выпадает карта «Встреча». Очень хорошее тут соответствие. Для тех, кто работает, карта «Служанка». Для тех, кто ищет работу, карта «Дома». И финансы для козерогов на этой неделе, карта «Ребенок». Начнем с тех козерогов, которые имеют пару. Здесь выпадает карта «Комната». И она говорит о том, что, скорее всего, вы будете чувствовать себя очень комфортно рядом друг с другом. Скорее всего, будете наслаждаться таким уютом. Да, в общем, все, что касается дома, семейных праздников, семейного общения, все будет благополучно. Кроме того, вы, может быть, будете заниматься вопросами недвижимости, вопросами ремонта или, может быть, что-то покупать в дом. Вот на этой карте преобладают такие вот бежевые и желтые тона. Бежевые способствуют отдыху, да, когда мы не стараемся никак себя особо не проявлять, вот нам хочется просто раствориться в окружающем пространстве, да, чтобы слишком много энергии не тратить, а наоборот ее набирать. А желтый цвет говорит о радости, да, о том, что что-то ценное есть в наших отношениях. То есть действительно вы будете ценить друг друга, вы будете радоваться тому, что происходит между вами. И вот здесь у нас посредине комнаты стоит стул. Карта говорит о том, что любые вопросы можно решать за столом переговоров или за праздничным столом, да, когда действительно приподнятое настроение, легче договариваться. Теперь для тех козерогов, которые ищут партнера, выпадает карта «Встреча». Ну и, конечно же, она напрямую говорит о том, что вы можете действительно повстречать человека, который вам подходит. И карта обращает ваше внимание на то, что не нужно оставаться дома, нужно обязательно выходить в общество, да, посещать какие-то мероприятия, любые абсолютно. И действительно на этой неделе не отказываться от каких-то возможных встреч, от общения с разными людьми, не отказываться, если вам, допустим, предлагают встретиться и так далее. Действительно хорошая возможность для встречи есть. Здесь мужчина проявляет в основном инициативу, а женщина просто воспринимает. Да, вот здесь действительно есть возможность заложить отношения на будущее. Теперь работа для козерогов. Выпадает карта «Служанка», и она говорит о том, что либо вы будете дома на этой неделе, и не будет у вас работы, вы будете какими-то мелкими домашними делами заниматься, да, которые вот обычные, да, которые просто нам нужны для того, чтобы вот поддерживать как-то наше существование, и все. Либо вы будете работать, но заниматься, скорее всего, делами, связанные с помощью кому-то, да, здесь, скорее всего, либо будете помогать в коллективе, да, либо, может быть, партнеру своему, либо вам будет кто-то помогать, то есть вот здесь именно вот такая вот идея помощи какой-то, да, вот на этой неделе. Теперь для тех козерогов, которые ищут работу, выпадает карта «Дом», и она говорит о том, что либо вы можете найти работу, которая будет у вас прямо на дому, либо, может быть, на этой неделе, наоборот, вам нужно остаться дома, да, и никаких активных действий не предпринимать, подождать, пока закончатся праздники, и только тогда уже выходить из дома и искать себе какую-то работу. Также карта может говорить о том, что вы можете на этой неделе заняться чем-то творческим, да, каким-то любимым делом, хобби, и, может быть, даже попробовать его перевести в разряд работы, да, может быть, попробовать на нем зарабатывать. Для финансов выпадает карта «Ребенка», и эта карта говорит о том, что либо вы будете очень много тратить
средств на детей, на семью, либо, может быть, здесь будет новый источник какой-то дохода, да, может быть, даже тот, которого вы долго ждали, да, может быть, к которому долго шли, и вот на этой неделе, может быть, первые какие-то поступления. Вот может такая у вас быть радостная новость на этой неделе. А также здесь могут быть прибыль, может быть, не очень большая, но она со временем может расти, да. То есть, ну, в принципе, у вас в финансах здесь очень все интересно, неожиданно, все по-новому. И карты говорят о том, что нельзя быть наивным в вопросах финансов. То есть нужно обязательно давать себе отчет, куда уходят деньги, да, и понимать, как лучше управлять ими, чтобы обеспечить себе и своей семье финансовую безопасность. Совет для козерогов на эту неделю. Выпадает карта ожидания. То есть совет такой. Вам желательно не торопиться. То есть эта неделя, она еще ничего не определяет. Нужно дать себе возможность побыть наедине с близкими, с собой. Нужно подумать над своими целями и планами. Может быть, прояснить какие-то ситуации непроясненные, может быть, в отношениях или в деятельности. В общем, здесь карта такая пассивная. Может быть, не время просто действовать. И если, допустим, вы отнесетесь к этому спокойно, дадите себе время просто на праздники, на расслабление, то, в принципе, это будет правильно. То есть не нужно раньше времени начинать действовать ни в чем, да, то есть, ну, карта ожидания здесь такая довольно, ну, удобная, да, удачная для этого времени. То есть нужно расслабиться и воспринимать жизнь вот такой, какая она есть сейчас, то есть наслаждаться вот этим бездействием, да, может быть, наслаждаться красотой, возможностью куда-то поехать, что-то особенное посмотреть и так далее, и так далее. Друзья, желаю вам прекрасной недели, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!